Привет, меня зовут Георгий Сами. Сегодня я хочу рассказать о месте, которое называют самый русский город Турции. Я не в Карсе, но именно здесь, в Турции, особенно чувствуется, как тесно переплетаются наши судьбы. После русско-турецкой войны 1877-1878 годов город Карс почти 40 лет принадлежал Российской империи. Когда туда переселились русские военные, инженеры и учителя. Они построили школы, больницы, целые кварталы, точно такие же, как в российских городах того времени. Даже план города остался русским. Прямые улицы, строгие линии, каменные дома. Если посмотреть на старые фото Карс, можно подумать, что это где-то в Сибири. Русские инженеры оставили в Турции целую школу каменной архитектуры. Эти здания до сих пор стоят, прочные, суровые, но удивительно красивые. В Карсе побывал даже Александр Пушкин. Это было в 1829 году, когда он путешествовал по Кавказу и Восточной Турции. Он писал о крепостях Карс, о ее мощных стенах, о том, как трудно было поверить, что русская армия смогла их взять. В городе до сих пор показывают старинную баню, где говорят: он был. Далеко от Карс, в Саркамыше, остался царская охотничья дача. Ее построили для семьи Николая II. Это был роскошный деревянный дом среди сосен и снега. Теперь он разрушен, но местные до сих пор называют его русским дворцом. История Карса – это напоминание о том, что между Россией и Турцией не только войны, но и следы, которые мы оставили друг в друге. Русская архитектура, русские слова, даже русская музыка. Все это время от времени откликается здесь, в детской земле. Пусть эти следы напоминают не о разделении, а о связи культур и людей. Спасибо, что были со мной. До встречи.